Это история Леонида Млечина для тех, кому не безразлично наше прошлое. Турция ведет военную операцию против курдов на территории Сирии. И все строят предположение, каковы расчеты Соединенных Штатов, какую позицию занимает Россия, почему Совет Безопасности ООН остался равнодушен к этой военной операции. И никто, решительно никто не думает о людях, которых там убивают, о курдах, в том числе в нашей стране. А между прочим, курды нам не чужие. Когда-то 100 лет назад на территории Российской империи жило больше 100 тысяч курдов. А в советские времена на территории Азербайджана, где было много курдов, в 20-е годы была им даже предоставлена автономия. Это называлось Красный Курдистан. Это был автономный курдский район. Правда, потом его упразднили после войны. Когда советские войска еще находились на территории Ирана, мы способствовали тому, что там создалась самопровозглашенная Курдская республика в столице, в городе Мехабаде. Она, правда, просуществовала всего 11 месяцев, была раздавлена шахскими войсками, но, между прочим, бежавшие оттуда курды нашли убежище в нашей стране. Советский Союз долгое время поддерживал курдов в их национально-освободительном движении. Потом передумали, потому что курды жили в тех странах, где к власти приходили вожди, которые нам так нравились. Саддам Хусейн в Ираке или Хафиз Асад в Сирии. Курдов перестали поддерживать. Но ситуация от этого не изменилась. Курды – самый большой в мире разделенный народ. Курды – самый большой в мире народ, не имеющий собственного государства. Курдов больше, чем, скажем, палестинских арабов. Но на стороне палестинских арабов множество арабских стран. Их поддерживают почти все исламские государства. И решительно никто не поддерживает курдов. А между прочим, когда-то курды должны были получить собственное государство после Первой мировой войны. Когда союзники делили наследство поверженной Османской империи, то первоначально имелось в виду, что и курды получат свое государство. И по Севрскому договору Турция обязалась это сделать. Но потом передумали. И курды разделены между 4 государствами – Ираном, Ираком, Сирией и Турцией. Курдов примерно 30 миллионов. И они жалуются на то, что к ним относятся неуважительно, считают кочевниками. А это древний народ со своими традициями. Между прочим, территории, на которых они живут, весьма богаты полезными ископаемыми. А они прозябают в бедности, потому что курды ровным счетом никого не интересуют. Давайте посмотрим, что происходит с курдами в разных государствах. В Иране курдов примерно 6 миллионов. Когда свергали шаха, они поддерживали приход к власти имама Хамейни, думали, что их ситуация изменится. Но пришедшие к власти исламисты решили, что автономия – это западничество. И курды ничего не получили. Отрицается даже само право курдов считаться этническим меньшинством. В Иране считают, что этнических меньшинств просто не существует. Все иранцы. В Ираке курдов примерно 8 миллионов. Это довольно много. Иранские вожди, приходя к власти, обещали им автономию, а потом приходили к тому, что курдов уничтожали. Наибольших успехов в этом достиг Саддам Хусейн. Когда его потом судили, то вспомнили о том, как он уничтожал курдские деревни химическим оружием, как бомбил их с воздуха. Когда Саддам Хусейн захватил соседний Кувейт, и Кувейт стали освобождать силами международной коалиции, то курды восстали и образовали такой иракский Курдистан, который Организация Объединенных Наций взяла как бы под покровительство. Потом курды создали нечто вроде самостоятельного государства. И в сентябре 2017 даже провели референдум, проголосовали за создание самостоятельного государства, но никто их не признает. Больше всего курдов в Турции, 12 миллионов. Но Турция просто отрицает их право на существование. Турецкие идеологи говорят, нет никаких курдов. Это просто горные тюрки. Это такие же турки, как и мы. Курды, сражаясь за свое право на существование как меньшинство, перешли к террористической деятельности. Это им не очень помогло. Была создана в 1978 году рабочая партия Курдистана, которая устраивала громкие теракты, возглавлял Абдалла Джалан. Турки очень жестко с ними боролись, проводились мощные войсковые операции, подавили это сопротивление. А Джалан бежал в Россию. Помню, что Россия когда-то поддерживала курдов, и Государственная Дума проголосовала за то, чтобы предоставить ему политическое убежище. Но тогдашний премьер-министр Евгений Максимович Примаков высказался жестко против, а Джалан покинул Россию, и турки его осудили на очень длительный срок заключения.
Несколько миллионов курдов живет в Сирии. За ними тоже отрицается право говорить на своем языке, публиковать что-то на своем языке. Когда в Сирии началась гражданская война, курды увидели в этом некоторый шанс. Но тут появилось страшное новое исламистское движение, которое пыталось уничтожить курдов как язычников, как иноверцев, как неверных. Между прочим, в борьбе против сторонников исламского халифата, против исламских радикалов, курдские отряды сыграли большую роль. Поэтому очень странно слышать разговоры турецких военных о том, что они сражаются с курдами, как с террористами. Уж кто-кто, а курды сражались против террористов в первую очередь. Еще раз вернусь к тому, с чего начал. К сожалению, судьба курдов решительно никого не интересует. И они пришли к выводу, что свою свободу, независимость они могут сохранить только с помощью оружия. Но это не всегда самый убедительный аргумент в этой борьбе. К сожалению, ничего более оптимистического сказать по этому поводу я не могу. Почти никто курдов не поддерживает. Мне кажется, что я в абсолютном меньшинстве. Мы будем и дальше обсуждать с вами текущие проблемы, имеющие большое историческое значение. А чтобы не пропустить это, ставьте лайки под этим видео и подписывайтесь на мой канал в YouTube.